очень объективные, честные. Я это по своему опыту хорошо знаю, я много раз боролся в Бурятии, поэтому огромное вам спасибо за вашу любовь и преданность нашему виду спорта. Коллеги, вопросы? Да, можно вопрос? Игорь Барышев, телеспорт.ру. Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, случилось в поединке между Магомедом Рамазановым, который имел огромное преимущество, но в итоге его упустил и проиграл схватку? Магомед Рамазанов впервые выступал в этой весовой категории. То, что он добрался до полуфинала, это неудивительно. При его уровне борьбы он участник и призер чемпионата мира весовой категории 79 килограммов. Чемпион России, по-моему, даже неоднократно в этой весовой категории. Потом перешел в 86. И, по моему мнению, в этой схватке он имел преимущество. К сожалению, он его растерял за очень короткий отрезок времени. Сожалею, потому что я всегда болею за класс борьбы. Да, то есть по классу, по технике, по содержанию борьбы в этой схватке он был хорош, он показал уникальные несколько приемов, провел он, которые я давно во время соревнований не видел, где-то, может быть, во время тренировочного процесса и встречаются, но, к сожалению, не смог удержать своего преимущества. Его соперник Артур Найфонов, он не менее опытный борец, тоже многократный победитель и призер чемпионатов России уже в данной весовой категории. И он подтвердил свой класс до последних секунд, не сдавался, значит, верил в свою победу. А вера в победу – это главная составляющая для достижения победы. То есть объективно, конечно, последние действия будут болельщики интерпретировать по-разному. Тем не менее, судейский корпус четко отработал, и заслуженная победа Найфонова. Мусар Хамидович, скажите, вот все-таки когда изменились правила борьбы, раньше боролись там по 9 минут, а сейчас она стала более скоротечной, но высказываю такое мнение, что потерялось качество борьбы, когда мало очень бросковых моментов, то есть приемов таких. К сожалению, в процессе развития наш вид спорта потерял много из технического арсенала. Да, вы правы. Сегодня мы, к сожалению, мало видим амплитудных, красивых, зрелищных приемов, которые зрителям нравятся. Но это, наверное, связано еще с тем, что сам вид спорта, он развивается, динамика выше, уже те технические действия, которые вчера можно было исполнить, сегодня уже они всем известны, и к ним уже более тщательно подготавливаются, и сложно уже раскрыть борца и провести такие технические действия. В общем, то, что касается изменения правил, я приветствую, но я считаю, что борьба сегодня не совсем успевает за изменяющимся ритмом жизни. Сегодня уже болельщик совсем другого, требует совсем другой картинки, требует уже совсем другой динамики, другого временного формата. Да? То есть если раньше по несколько дней сидеть в зале, с удовольствием смотреть схватки могли в любом регионе, сегодня, наверное, редко какие регионы могут похвастаться тем, что в классическом виде вольная борьба собирает целые залы. Поэтому нам предстоит еще много менять в формате проведения соревнований, много придется менять изменений, чтобы соответствовать сегодняшнему веянию времени, чтобы соответствовать той медийности, которая востребована сегодня для зрителя. И поэтому у Федерации спортивной борьбы России, у международного мира борьбы большие впереди задачи. Надеюсь, что в решении этих задач они будут иметь успех. Спасибо. Вячеслав Анатольевич. Подскажите, пожалуйста, Министру задайте, пожалуйста. Вячеслав Анатольевич, можно буквально какие-то результаты все-таки сегодняшнего дня? 6 спортсменов наши бурятские выступали, но не дошли до
вот даже до полуфинала где-то выпали. Скажите, почему, какая причина все-таки вот? Да, к сожалению, сегодня 6 наших спортсменов, выступающих в весовой категории 57 килограммов, показали не очень хорошую борьбу, но я думаю, это закономерно. Именно в этой весовой категории у нас есть определенный спад, но в любом случае эти ребята получили определенный серьезный опыт, и они те ошибки, которые сегодня совершили, учтут, и в будущем, я думаю, что они реабилитируются. В любом случае, это опыт, который им поможет в будущем. В тех весовых категориях, которые боролись ребята в тяжелых, там мы понимали, что шансов у ребят нет. Молодые, неопытные ребята, от них мы, к сожалению, результатов не ожидали. Но, повторюсь, это опыт, серьезный опыт проведения участия в таких соревнованиях всероссийского уровня. Тем более чемпионат России предолимпийский, когда все звезды борются на этом ковре. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вас удивило сегодня... Нет, пожалуйста.